Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В шестой раз российские школьники из сел и малых городов региона примут участие во всероссийском конкурсе «Агронаучно-технологические инициативы». Конкурс организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с некоммерческой организацией Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыбоводства при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения России. В апреле состоится региональный этап конкурса, и наша гостья сегодня – руководитель регионального этапа, декан инженерного факультета Арктического государственного агротехнологического университета Галия Какиева. Галия Ергешевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос: какой целью проводится этот конкурс и кто может стать его участником? Но дело в том, что сейчас на данный момент в современном мире очень, скажем, все идет именно через сельское хозяйство. Сейчас уже везде, скажем, по всем направлениям идут у нас призывы, да? Цифровизация, цифровизация, цифровизация. И именно как раз мы смотрим сельское хозяйство как через призму сельского хозяйства, именно через информатизацию. И поэтому в связи с этим очень актуально сейчас вот на данный момент, чтобы наши, скажем, ребята уже со школьных лет, с 5 по 10 класс, у них уже в голове был сформирован сознание информатизации вот этого подхода. И в связи с этим, получается, этот конкурс как раз нас дает возможность именно детям, школьникам из малых поселений, численность которых доходит до 50 тысяч, именно участвовать в проектах. Потому что в настоящее время все проекты, которые у нас существуют, они все ориентированы на большие города. А те ребята, которые, скажем так, в населении, где у нас мало ребят, мало численность населения, точнее, они, получается, уже отброшены от разных конкурсов. И поэтому этот как раз конкурс дает очень большой шанс данным, скажем, по такой территориальности. По каким направлениям школьники могут проявить себя? Какие направления представлены? Ну, в прошлом году, вот, например, у нас было 4 направления. Вот у нас было агророботы, коптеры, метео, космос. В этом году, в 2021 году, конечно, есть уже, скажем так, добавился новый этап, называется агробио. Поэтому у нас в этом году 5 направлений. Многие подобного рода мероприятия перешли в онлайн-формат. В этот раз как все будет организовано? Ну, немножко вот я скажу, что подытожу, скажем так, по результатам прошлого года у нас, конечно, вот в положении, скажем так, когда у нас все были по ковиду, да, у нас было, и поэтому у нас все-таки те этапы прошлого года у нас проходили в онлайн. И все-таки мы смогли к этому режиму подстроиться, и ребята все-таки вышли на хорошие результаты. В этом же году, пока у нас, получается, этот конкурс будет проходить на двух этапах, да, получается. Первый этап это у нас будет методическое сопровождение, когда ребята получат, у нас, получается, методические задания, по которым наши руководители, то есть на каждое направление у нас конкретно будет, у нас прикреплен руководитель. И этот руководитель будет у нас каждое направление прокачивать. То есть те ребята, которые сейчас зарегистрировались и будет продолжаться регистрация, то есть работа будет с ними индивидуально идти. Руководитель и направление, и ребята. А второй этап у нас, получается, будет уже, надеюсь, он будет в очном этапе. Это уже у нас в мае месяце. Но ближе к этому времени мы уже, конечно, скажем. Но уже мы планируем провести его очно у нас на нашей региональной площадке. Сколько уже заявок есть для участия? И хотелось бы побольше узнать о руководителях. Что это за специалист? Ну, на данный момент, конечно, как призыв хотела, вот я, как бы сказать, клич кинуть по нашему региону, потому что у нас всего на самом деле сейчас порядка 600 ребят всего. А у нас, как скажем, по нормативу, чтобы наша площадка заработала, нужно набрать нам 1000 ребят. Но сейчас все-таки мы набор идем, и все-таки я надеюсь, что все школы, именно агрошколы у нас, не только агрошколы, конечно, откликнутся, мы все-таки набор произведем. Ну, даже тоже надо отметить и сказать спасибо всем школам. На данный момент, даже когда вот сейчас у нас с вами идет беседа, идут у нас уже заявки от школ. Поэтому я надеюсь, что совместными усилиями мы все-таки наберем это количество. Какие школы могут принять участие? Что для этого нужно сделать школам? И вообще, какие условия для ребят? Какой возраст должен быть участников? У нас этот конкурс проводится, скажем так, в 3 возрастных группах. Это 5-6 классы, потом 7, 8 и 9, 10 классы. Потому что, конечно, в прошлом году тоже было очень много вопросов, почему и люди боялись со своей стороны, и школы тоже это можно было понять, что дети бьются разных возрастов.
На самом деле это абсолютно не так. То есть у нас почему эти есть ограничения по возрастным категориям? Потому что ребята именно по другим регионам будут биться по своим возрастным категориям. Вот. Ну, насчет того, что вот вы спросили, что по нашим руководителям, у нас, конечно, руководители все компетентные в этих областях, да, по всем факультетам мы отрабатываем, которые имеют уже опыт работы по этим направлениям. Также, в свою очередь, они в прошлом году у нас прошли обучение по фонду нашего научно-технических инициатив, то есть они уже подготовлены. И вот все эти навыки, они сейчас будут с нашими ребятами прокачивать. Поэтому в этом плане вопрос, скажем, снят. Вернемся все-таки к направлениям. Какие направления чаще востребованы, в каких компетенциях ребята чаще себя проявляют? Вот хотелось бы об этом слушать. Ну, судя по результатам, скажем так, прошлого года, у нас по роботам тоже, да, по коптерам были у нас призовые места вообще по регионам, да, по всем нашим. Но все-таки тут я не могу сказать, что лучше или как-то там какое-то направление лучше или больше и так далее. Тут зависит все-таки от самого школьника. Поэтому, ну, просто по данным прошлого года скажу, что вот роботы у нас были и коптеры. Ну, по идее, если в этом году сейчас школы уже проявят интерес у наши вот ребятки, думаю, что и все три, которые у нас были направления, тоже прекрасно справятся. Поэтому рекомендую все 5 направлений. В России конкурс проходит с 2016 года. В какой раз участвуют наши ребята? Ну, с 2016 года по России действительно, ну, конкретно, вот, допустим, наш университет, он участвует второй раз. И мы по результатам прошлого года, то, что мы как совместно с ребятами отработали со школами, заняли неплохие места, мы стали 19-й региональной площадкой по России. Поэтому сейчас у нас есть как бы возможность уже прокачивать наших ребят, пройти именно региональный тур именно у нас на площадке в нашем университете. Хотелось бы узнать, какие районы лучше себя проявили в этом конкурсе? Ну, у нас по районам, вот я вот тоже скажу кратенько, да, у нас, конечно, Горный Улус, Усть-Майский, Татинский район. Вот у нас это те улусы, которые в прошлом году дали результаты. Это агрошколы или это простые школы, обычные школы, общеобразовательные? Это, ну, агрошколы, они тоже общеобразовательные, поэтому я скажу, что это просто наши школы, наши по региону, так будет вернее. И тем более этот конкурс ориентирован не только агрошколы, это на все школы, где просто численность населения 50 тысяч. Поэтому это шанс для всех школ. Как подать заявку на участие в конкурсе? Вот хотелось бы, чтобы вы поэтапно рассказали, чтобы зрители нас увидели и захотели принять участие. Да, вот у нас получается тоже, вот с тебя скажу, какая работа сейчас у нас проводится. Да, у нас тоже есть WhatsApp-группы, есть разные, скажем, по интернету у нас разные группы, сообщества. Да? Мы делаем рассылки по YouTube-каналу. Конкретно даже вот я лично, да, наше руководство все находится, все наши руководители, точнее, по всем направлениям, находятся в группе с директорами агрошкол и не только. Там мы постоянно как бы призыв, клич, да, просим, даем формы, шаблоны, весь информационный поток туда идет. Конечно, конкретно, кто сейчас вот нас смотрит, я что хотела сказать. Есть у нас форма заявки. Если ребята как бы сами, бывает все-таки затруднения с регистрацией, для этого у нас работает в университете, есть специальные подразделения, да, на факультете, которые занимаются, не жижа наши ребята, занимаются именно помощью при регистрации на этот конкурс. Что для этого нужно? Это нужно фамилия, имя, отчество школьника, выбрать одно из 5 направлений, должен быть обязательно научный руководитель, да, и выбираем площадку и регион. Так, ну, самое главное, что здесь хочется отметить, у каждого школьника должна быть обязательно своя индивидуальная почта, потому что на эту почту мы потом будем скидывать им задания. Вот. Но, опять же, в свою очередь, я хочу добавить, что когда ребята уже пройдут регистрацию, это до 27 марта, все-таки я хочу напомнить, да, что нам это то, что мы должны сделать все-таки рывок и набрать до 1000, ну и желательно более. И получается, вот уже после этого, в конце этого месяца мы уже будем разделять на 5 категорий, точнее 5 направлений, будем создавать отдельные группы. В каждой группе будет находиться наш руководитель от университета, да, куда он будет все-таки параллельно и на эти почты, и в WhatsApp-группы закидывать эти задания. И готовить ребят конкретно. Вот. Что ребятам даст участие в этом конкурсе? Может быть, какие-то привилегии при поступлении в будущем? Или какие возможности откроются для участников? Ну, на самом деле этот конкурс, конечно, дает очень большие шансы ребятам поступить не только, скажем так,
те ребята, которые хотят поступить все-таки в центр вуза и так далее, да, они получают, конечно, большую возможность уже при поступлении, там навыки идут. Они уже, ну, допустим, как научный руководитель, к примеру, вот я возьму себя, какого я хочу видеть у себя, скажем так, студента. Я смотрю его портфолио, смотрю, вот школьник отработал по роботам, например, по метео. Я уже знаю, и знает вся Россия, по каким направлениям, по каким компетенциям прокачивается этот конкурс. Конечно, уже в какую, скажем, сторону чаша весов. Конечно, в того школьника, который был очень активен по этим направлениям. Получается, в процессе этого конкурса он уже получает все компетенции именно через призму цифровизации сельского хозяйства. Поэтому он актуален, он интересен, он конкурентоспособен. В этом, в общем, даже не о чем говорить. Галия Ергешевна, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Пожелаем удачи будущим участникам конкурса. Надеемся, что ребята проявят интерес и достойно представят нашу республику. Спасибо. О всероссийском конкурсе «Агронаучно-технологические инициативы 2021» мы говорили с руководителем регионального этапа, деканом инженерного факультета Арктического государственного агротехнологического университета Галией Кокиевой. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.